Есть идея, готовый проект или новый продукт? Нужны деньги на реализацию? Хотите проверить спрос? Думаете о расширении продуктовой линейки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши зрители! В эфире 7-й выпуск цикла передач «Время пришло», где вы познакомитесь с таким явлением, как краудфандинг, и узнаете, как с его помощью воплощать мечты в жизнь. У микрофона Ольга Шершнева. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как правильно написать хороший пресс-релиз и как работать с блогами. Как всем известно, одним из самых главных каналов продвижения являются средства массовой информации. Они могут привлечь к вашему проекту большое количество спонсоров. И, конечно, каждая новая публикация, новая статья о вашем проекте – это, несомненно, большой плюс к вашей репутации. Так вот, для работы с прессой вам потребуется пресс-релиз. Пресс-релиз – это некое сообщение, которое содержит в себе новость, либо рассказ о каком-то событии от частного лица, либо от лица какой-то определенной компании. Как правило, журналист пишет свой материал именно на основании вашего пресс-релиза. Так вот, для того, чтобы пресс-релиз привлек большое количество внимания, вам нужно, чтобы у него был очень цепляющий яркий заголовок. Заголовок должен содержать в себе суть послания и интриговать вашего читателя. Мы рекомендуем писать заголовок уже после того, как вы написали сам пресс-релиз. Так вы сможете выделить самое главное и не растеряться. Не нужно бояться писать пресс-релиз, если раньше вы с чем-то подобным не сталкивались, потому что написать его будет довольно просто, если вы ответите себе по порядку на вопросы: кто, что, когда, где, почему и как. Таким образом, вы создадите новость целиком, параллельно не обрушивая на читателя большое количество ненужной ему информации. И помните, что нужно обязательно постараться соблюдать меру, потому что ваш пресс-релиз должен уместиться на одной странице. В конце обязательно проверьте текст на отсутствие грамматических ошибок. Убедитесь, всю ли информацию вы предоставили и все ли важные места выделили жирным шрифтом. И помните, вы должны обязательно объяснить, почему эта новость уникальна и заслуживает внимания. Обязательно добавьте в свой пресс-релиз контактную информацию, раздел с ней и со всеми нужными ссылками, чтобы редактор мог с вами связаться, дать какую-то обратную связь или получить дополнительную информацию. И небольшой совет: отправлять свой пресс-релиз редактору лучше в середине недели, примерно в среду или четверг, когда он уже разобрался со всеми важными накопившимися делами, и, конечно, таким образом вероятность, что вы будете замечены, повышается. Но если вдруг вы не получили ответа, не нужно пугаться или расстраиваться. Вы можете совершенно не стесняться и позвонить в редакцию, уточнить, что случилось, потому что ваше письмо могло случайно попасть в папку спама, например. Нужно понимать, что один звонок может стоить вам целой публикации. Я познакомила вас с тем, что такое пресс-релиз, как его правильно писать, и сейчас мы обсудим такую важную тему, как блоги, а именно, как правильно с ними работать и также, как работать с прессой. Здесь нужно сразу понимать, что блогеры – это безусловные лидеры мнений, а упоминание о вашем проекте в каком-то известном блоге моментально привлекает к нему большое количество спонсоров и очень серьезно повышает вашу репутацию. Выбирайте тех блогеров, которые пишут или рассказывают в своих блогах о вещах, которые приблизительно связаны с вашим проектом. И, конечно, аудитория этих блогеров должна совпадать с вашей целевой аудиторией. Это должны быть те люди, которым непосредственно напрямую интересен ваш продукт. Конечно, все блогеры очень дорожат своей репутацией, и публиковать скучную или неинтересную новость они не будут. Здесь очень важно понимать, что блогера нужно выбрать правильно, и, конечно, ваш материал должен быть интересен его подписчикам. Мы рекомендуем вам заранее составить список блогов или сайтов, на которых вы хотите публиковаться, и лучше, чтобы их было больше. Но в любом случае их должно быть не менее чем 50. Обязательно подготавливайте пресс-релизы, какие-то полезные, хорошие статьи и начинайте общаться. Здесь я хочу вас сразу предупредить о том, что договоренности о публикациях лучше получать еще до старта вашего проекта. Это связано с тем, что во многих средствах массовой информации сетка публикаций расписана на несколько недель вперед. И таким образом просто согласование вашей публикации может затянуться, и просто получится, что уже станет поздно.
Некоторые авторы дарят блогерам или редакции СМИ какие-то вознаграждения или приглашают их в числе первых протестировать продукт. Это очень хороший ход, потому что он повышает лояльность к вашему продукту. И помните, что чем большее количество публикаций вы сможете получить, тем большее количество денег вы сможете собрать. На сегодня это все. В следующем выпуске ждите продолжения инструкции по применению краудфандинга. И помните, если вы решили что-то начать, время пришло. У микрофона была Ольга Шершнева.